Уважаемые коллеги, сегодня, значит, у нас присутствует виновник торжества Илья Жибалов, который стал серебряным призером первенства Европы среди юношей, и его тренер Батыр Батоевич Базаров. Разрешите мне от имени коллектива Эршор поздравить тренера и его ученика с этой победой. Желаем ему дальнейших успехов. Желаем, чтобы этот успех был трамплином для следующих достижений. Желаю, чтобы ты чувствовал опору нашего коллектива, нашей школы. Мы все болеем за тебя. И в этом году исполняется 50 лет нашей школе. Вот поэтому мы хотим вручить тебе такой подарок. Пожалуйста, примерь, одень, это вот толстовка. И будет еще отдельно заказана бейсболка. Надеюсь, что она по размеру тебе подойдет. Прикинь, пожалуйста, сразу одень. Покажи надпись. Сейчас, одень, потом будет видно. 50 лет в школе. На широкие плечи должен хорошо это. Такого ни у кого нету. Да. Первый экземпляр. Подошло, да? Да, все, спасибо. Да. И сзади покажи спину. О, пошел в Бурятии. Шел в Бурятии. Ну, желаю, чтобы ты одевал на тренировках, было тепло. Ну и самое главное, как сказать, побед побольше. Давай. Спасибо. Лазар Павлович, поздравляю. Ну, в первую очередь хочу поздравить с серебряной медалью еще раз Илью и тренера Батыра Батоевича. Потому что это прекрасный результат, это высокий результат. У нас давненько не было таких медалей. Ну, это результат, конечно, ежедневного труда. В прошлом году, в 2020 году, когда все было закрыто, Батыр Батоевич со своими двумя учениками ни дня не пропустил, каждый день тренировались, по горам бегали, скоростно-силовые качества развивали, выносливость развивали, ни одного дня не пропустили. Тем более Илья, родители живут в военном городке, в Звездном, поэтому временно Илья живет у своего тренера Батыра Батоевича, и у них вот идет 24-часовой тренировочный процесс, можно сказать. Именно поэтому очень быстро начал показывать результат. В прошлом году со старшим тренером по юношам с Нема Эрдембаирычем Немаевым Илья ездил за счет средств Минспорта, федерации, подключались на все 3 сбора тренировочных мероприятий сборной России, и, естественно, там он получил огромный опыт и очень вырос в мастерстве, психологически он уже подготовился. И изначально же первенство России планировалось провести в Агинском, но потом перенесли его в Владикавказ. Но несмотря на это, во Владикавказе провел очень хорошие встречи, выиграл очень сильных спортсменов. 5 встреч, да, на первенстве. Из них 4 выиграл и проиграл чемпиону со счетом 4-2. Потом, впоследствии, этот чемпион до 21 года первенство России тоже выиграл. 92 килограмма, правда, чуть полегче, но всех выиграл со счетом 10-0. Поэтому вот с ним он отборолся 4-2. Это очень хороший результат, и я думаю, что именно вот из-за качества этих встреч Илью взяли в сборную команды, и он представил на первенство Европы сборную России.
Мгм. И непосредственно на первенстве России очень хорошо отборолся. Мы все смотрели онлайн. Но вот в финале немного, видимо, немного перегорел, как борцы говорят, да? И в самом начале ошибку допустил и не смог переломить ход встречи. Я думаю, что еще немного, вот те 2 балла, которые он уже практически взял и упустил, да, вот если эти 2 балла взял бы, борьба совсем по-другому пошла бы. Но это, конечно, опыт международных встреч, и я думаю, что это пойдет наоборот, как усилитель. Еще больше будешь тренироваться, правильно же? Да. Желаем успехов в дальнейших соревнованиях. Также хочу поздравить Илью со 2-е место на первенстве Европы. Весь тренерский состав, что помогли, также напарников. И большое спасибо хотел бы сказать также Алексею Николаевичу Царенову, который живет в Москве, все время нас смотрит, помогает нам все время. Всем тренерам, главный тренер, что нам все время помогает, подсказывает, куда ехать, что делать. Что личный тренер, что хорошо курирует, все время смотрит над ним, и Илья все время тренируется. Побольше выездов сделали. С Ильей мы проехали много соревнований, много сборов прошли. Ну, вот это все дает